Действующая система общественных перевозок в Якутске была разработана еще в 90-х годах прошлого века, когда улиц, кварталов и населения в городе было значительно меньше. И неудивительно, что сегодня подобная транспортная схема не просто устарела, а уже начала приносить массу неудобств горожанам. Старые автобусы не вмещают достаточно пассажиров, а ввиду новых масштабов столицы транспорт порой приходится ждать по полчаса. Эти недочеты и призвана исправить новая схема, которую разрабатывали, опираясь на научные изыскания и мнение самих горожан. Мы создали не только маршрутную сеть, да, как она должна работать, но и рассчитали количество необходимого транспорта на линии, сколько должно быть транспорта, да, именно объективно, и с точки зрения математики, и с точки зрения мнения жителей, и с точки зрения опыта, который у нас есть. Поэтому мы ставим перед собой задачу решить проблему с переполняемостью автобусами и интервалом движения. И третье у нас это так называемая гонка, да, маршрутов частных, особенно частных перевозчиков. Это мы видим, когда несколько параллельных движущихся автобусов разных маршрутов гоняются за пассажирами. Проект новой маршрутной сети предполагает 4 вида новых маршрутов: магистральные, городские, подвозящие и пригородные. И каждый из них при этом имеет свое строгое место и строгое расположение маршрутов автобусов. Так, например, магистральные будут обслуживать самые загруженные городские артерии, и при этом данный маршрут оснастят самыми вместительными автобусами. Следующий, второй тип маршрута – городские маршруты. Они будут курсировать исключительно по городским кварталам, и интервал движения у них будет 20 минут в часы пик. При этом для большего охвата населения их планируют отправить в обход самых загруженных и крупных городских трасс. Третий тип маршрутов – пригородные маршруты. Они свяжут между собой городскую агломерацию и его пригороды единым транспортным коридором. И при этом подобные маршруты будут ходить строго по графику. И четвертый, так называемый подвозной тип маршрутов. Здесь будут курсировать автобусы среднего класса. Они будут забирать людей из самых отдаленных районов города и довозить их до так называемых транспортных хабов, пересадочных узлов, откуда пассажиры могут доехать на нужном автобусе до любой точки города. Для удобства пассажиров и полноценного функционирования новой маршрутной сети в городе будут созданы транспортные развязки. Предварительно они получили название «Север» и «Юг». Возможно, будет организована и третья точка – «Центр». В этих транспортных хабах жители и гости столицы смогут пересесть на нужный маршрут, при этом пересадка в течение часа будет бесплатной. Система оплаты за проезд в общественном транспорте не изменится, продолжат свою работу так называемые валидаторы – терминалы для оплаты. Также проездные и социальные карты, и сохранится возможность оплатить по старинке наличными. Помимо этого планируется ввести систему check-in and check-out, когда пассажиру будет возвращаться часть денег за неиспользованный проезд в автоматическом режиме. Начать переход на новую транспортную схему, чем-то напоминающую систему проезда в крупных российских городах, специалисты планируют летом следующего года. Этот сезон выбран неспроста, чтобы у большинства жителей города до наступления холодов выработалась привычка передвигаться по Якутску по-новому. Петр Васильев, Иван Сорокаумов, Якутск.